Оператор 6, чем могу вам помочь? В службе 112 Ирина Шошина работает третий год. В самые напряженные смены принимает до 200 вызовов. Одним нужна оперативная помощь экстренных служб, другим – просто консультация. Дежурство дежурству рознь, говорит оператор. Но в любом случае постоянно идет общение с людьми, погружение в их проблемы. Это стресс. И у каждого из операторов свои секреты снятия эмоциональной нагрузки. Эмоциональная перезагрузка необходима каждому из нас. У каждого кто-то может избавиться от стресса по щелчку, а кому-то требуется определенное количество времени. Что может помочь? В свободное время мы смотрим какие-то фильмы, может быть, развивающие, какие-то ностальгические, то, что вызывает у тебя исключительно приятные эмоции. Свежий воздух, физическая нагрузка. Лично для меня, у меня есть свой секретик. Я занимаюсь бодифлексом. Дыхательная практика помогает мне даже в работе. В одну смену здесь работают до 6 операторов, психолог и начальник смены. Четверть всех вызовов – это медицинская помощь. Чуть реже вызывают полицию и пожарных. Сегодня дозвониться до 112 можно из любой точки республики. Юг региона подключили к системе в 2015-м. Уже через год вся республика Коми была в зоне доступа. Все сигналы поступают в два центра – в Сыктывкаре и Ухте. И они полностью взаимозаменяемы. Будь то пропало электричество, будь то пропали каналы связи, что-то приключилась какая-то авария в Сыктывкаре, Ухта тогда забирает на себя всю мощность, всю республику. Случилось что-то в Ухте, Сыктывкар забирает на себя всю. То есть полное резервирование со всех сторон. Павел Кунгин в Центре обработки вызовов системы 112 практически со дня основания. Сегодня на его контроле все экстренные службы региона. По словам начальника смены, система меняется каждый год. С 2023-го, к примеру, у людей с ограничениями по слуху есть возможность обратиться за помощью через специальное приложение. И уже сурдопереводчик передаст всю информацию оператору. Постоянно обновляется программное обеспечение, да, скажем так. А потом у нас стало от операторов сотовой связи стали нам предоставлять геопозиции. То есть геопозиция не точно нахождение человека, да, в данный момент, но определенный радиус, да, который можно определить как минимум район или черту города, где человек находится, да, в последующем, чтобы быстрее его сориентировать, да, и помочь ему в кратчайшее, как говорится, время. Сегодня система 112 нацелена на расширение информационных возможностей. К примеру, из 7 соседних регионов наша служба интегрирована с 5. На очереди Кировская и Архангельская области. Нужно это для оперативной помощи пострадавшим на границе двух субъектов. Завершить полный процесс межрегиональной интеграции планируют уже к концу этого года. Виктория Палкина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.